Добрый вечер, на ТНВ Новости, в студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Майские холода говорят «да». Первый год, так сказать, чтобы в мае вот такая вещь была. Кого страшит холодное начало лета, а кому оно только на руку, узнавал Рамиль Шайдуллин. Очарованный странник заблудился. Трехпалубный теплоход «Очарованный странник» при осуществлении речного круиза по маршруту Казань-Москва сошел с маршрута и сел на мель. Как судно, следовавшее из Казани, забрело на мель. В каком состоянии сейчас находятся пассажиры, знает Салават Мухаммадуллян. Терпение на дорогах. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Скоро будет хорошо. Когда чиновники планируют завершить дорожные работы, узнал Дмитрий Аринин. Не май месяц, так уже впору говорить о нынешнем завершении весны. Прошедший накануне ураган в Москве, выпавший снег в Самаре и Казани только обострил погодную хандру. Из-за циклона в столице России 16 погибших. И, похоже, ураган может накрыть и Татарстан. Грозу, дождь и сильный ветер обещают синоптики. Рамиль Шайдуллин о том, как намаялись в мае. Куда ни лезь, везде на рожон. Порывы ветра до 20 метров в секунду в Москве обернулись ураганом. Только за день 16 погибших, 170 пострадавших, масса разбитых авто, поваленных деревьев и сорванных баннеров. Ветер такой силы обещают синоптики и Татарстану. Одной из первых об этом узнала Аиса Надеждина из свежей СМС-рассылки. Я просто пользуюсь этой информацией и стараюсь не вылезать в эту погоду. Не выходите из дома, а если оказались за рулем, то ехать максимально медленно. МЧС предупреждает, это не просто рекомендации. В самом свежем прогнозе те самые 20 метров в секунду. С балконов необходимо убрать все предметы, которые может порывом ветра просто сорвать. Вот смотрите, вот всходы кукурузы появляются. Не ветер, но холод прошлой ночью ударил по полям. Заморозки коснулись и теплолюбивых культур. Кукуруза так и не доросла до нормы. Но для зерновых это не проблема, говорят ученые. При 10 градусах главное влага. Им не холодно, то есть растения развиваются, растут полным ходом. Если для зерновых майские холода оказались только в плюс, совсем другое дело с культурами дачными. Вот так в огородах на низкие температуры отреагировали помидоры. За ночь погибла целая теплица. К концу мая семья Гришагиных успела засадить весь огород. Теперь только и гадать, пропадет, не пропадет. Первый год, так сказать, чтобы в мае вот такая вещь была. Май явно не в духе. Уже завтра воздух станет суше, но не менее холодным. На почве и воздухе заморозки до -1 градуса. В этом году в саду Гришагиных не зацвели кусты черешни. Садоводы сетуют, по графику ждали хорошего урожая, но на ветках нет цветов. Значит, и не ждать плодов. Черешня отдыхает вместе с отдыхающим маем. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Из-за погодных условий, скорее всего, сел на мель и очарованный всадник. Теплоход из-за Казани с пассажирами на борту потерял ориентир и встал на реке Сура. ЧП произошло в Нижегородской области. Есть ли пострадавшие и почему очарованный странник заблудился? Салават Мухаммадуллин. Более 12 часов без движений в открытой воде. Судно село на мель около полуночи. На борту 200 человек. Круизный теплоход следовал в Москву. Очарованный странник вышел в плавание накануне прямо отсюда, с Казанского речного порта. По предварительным данным, забрело судно на мель, потеряв ориентацию из-за тумана, которого в начале пути, похоже, не ожидалось. Более 120 пассажиров на теплоходе — ветерана Великой Отечественной войны. Мы связались с директором круиза, который сейчас находится на борту очарованного странника. Ни толчка мы не почувствовали, никакой волны мы не почувствовали, никто не упал, никто не пострадал. Мы просто надеялись, может быть, толкач подойдет быстрее. Сейчас только у меня туристы пели, плясали. Сейчас смотрят в окно, подошел, потому что к нам подошел буксир. Несмотря на то, что обошлось без пострадавших, делом заинтересовалась транспортная прокуратура. Татарской транспортной прокуратуры принимаются меры, направленные на оказание помощи, связанные со снятием теплохода с мели и продолжением круиза. Сняли теплоход с мели только спустя 17 часов после инцидента, и круиз для пассажиров продолжился. На данный момент на теплоходе есть все необходимое, все запасы, питание организовано, в питьевой режим, все есть, все в порядке, на теплоходе тепло, все уютно, комфортно. Так или иначе, пассажиры очарованного странника могут рассчитывать на компенсацию за потерянный день отдыха, ведь вместо экскурсии по Москве они вынуждены были ограничиться пейзажами берегов реки Сура. Салават Мухаммадуллин, Сергей Хайдаров, Данил Филатов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.
Татарстанская транспортная прокуратура сейчас проверяет Татфлот. Связано это с перегрузом на теплоходе «Москва-130». Он 21 мая вместо 300 пассажиров перевозил 440 человек. Капитан теплохода сейчас под домашним арестом, а в отношении генерального директора Татфлота внесено представление. Просят набраться терпения. Руководство республиканского Минтранса сегодня доложило о ремонте дорог. Планы на этот год грандиозные, но работы, как стало ясно из встречи, доставляют неудобства горожанам. Что на замечание ответили чиновники. Дмитрий Аринин. Это привычная картина последнего месяца в Казани. Дорожные работы. К Кубку Конфедерации в столице республики меняют асфальт на 33 улицах. Хочу, наверное, обратиться еще к жителям Казани. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Скоро будет хорошо, поэтому я надеюсь, что мы в указанные сроки с должным качеством все эти работы проведем. При этом у водителей возникают не только неудобства, но и вопросы. Почему ремонтируют те дороги, которые совсем недавно делали к универсиаде? И почему они так быстро пришли в негодность? Все дороги, которые на сегодняшний день ремонтируются, они уже прошли свой срок эксплуатации. 4-5 лет срок эксплуатации. Таблетки от колейности нет. Значит, пока мы ездим на шипах, она все равно будет образовываться. Это физика. От этого мы никуда не уйдем. Вопрос же по разметке дорог от казанских водителей, которые уверяют, полосы стали уже, сегодня прояснить не смогли. На отсутствие информации жалуются водители набережных Челнов. О ремонте дорог порой приходится узнавать, уже подъехав к месту работ, что приводит к долгим объездам и заторам. В Челнах ремонтируется один только проспект, понимаете, да? То есть понятно, что там есть еще 3 проспекта, по которым можно передвигаться. Поручение я как министр дам, значит, мы еще раз с мэрией отработаем, не знаю, баннеры вывесим, наверное, что ремонтируем, значит, эти участки. Всего в этом году в республике планируется отремонтировать более 1000 участков на федеральных и региональных трассах. Также нужно проложить 120 километров новых дорог. Так твердое покрытие получат подъездные пути к 27 сельским населенным пунктам. Реконструкция же главной транспортной артерии республики, трассы М7, должна завершиться уже на следующий год. Дмитрий Аринин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Лебяжье осушили. Стартовал большой проект по экореабилитации озера. Сейчас на месте работает техника. О новой жизни водоема Альбина Миневаева. Территория Большого Лебяжья. Вместо отдыхающих теперь здесь работает техника. КАМАЗы одни за другим вывозят грунт. Водоем должны углубить до 4 метров. Вода держится в Малом Лебяжье. Все остальные озера были уже осушены. За нами Большое Лебяжье, чуть дальше Светлое. И вот по этому трубопроводу после окончания всех работ вода будет подаваться уже в Малое Лебяжье, чтобы вода постоянно циркулировала. Озера начали высыхать еще в 95-м году. Сухое Лебяжье даже отказались восстанавливать вместо воды. Лесопосадка. Финансирует проект по восстановлению группа компании «Таиф». Именно она построила насосную станцию, которая будет возвращать воду снова в Лебяжье. Сейчас идет первый этап гидротехнический. Обещают максимально позаботиться о природе. Отдельные заболоченные будут места, которые, как и прежде, будут покрыты камышом. И птиц будет условий для всего. Да, также мы часть существующего растительного грунта, которым было покрыто существующие чаши, мы не увозим далеко, мы оставляем на месте. А вот экологи просят еще не забывать о возрождении жизни в озерах. Мы будем говорить тогда о прудах, о бассейнах, но не об озерах. То есть пока не будет этапа биотехнической рекультивации, мы не сможем восстановить экосистему, поэтому надо делать, обязательно разрабатывать дальнейший проект биотехнической рекультивации водного объекта. Для этого придется еще и завозить воду в цистернах, запускать моллюсков, планктонов и посадить растения. Только тогда в озера вернется не только вода, но и жизнь. Альбина Миневаева, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Москва встречает друзей. Как татарстанцы покоряют столицу. И бумаги не жалко для чемпионата. Для того, чтобы мы попали, должны совпать тик-тик. Как российская сборная печатников готовится к WorldSkills, знает Альбина Миневаева. Рустам
Рустам Минниханов пригласил португальские компании к участию в проектах в Татарстане. Напомним, президент находится в Лиссабоне с двухдневным рабочим визитом. Здесь запланированы встречи с представителями руководства страны и участие в деловом форуме «Португалия-Татарстан». Рустам Минниханов уже встретился с президентом агентства по инвестициям и внешней торговле Португалии и поблагодарил за интерес к нашей республике. Также делегация Татарстана посетила научно-технологический парк в Лиссабоне. Глобальный диалог по энергетической безопасности и укреплению международного сотрудничества прошел сегодня в Ашхабаде, мраморной столице Туркменистана. В каких сферах он сотрудничает с нашей республикой? Моя коллега Айгуль Бадрудинова сейчас работает в Ашхабаде и выходит с нами на прямую связь. Айгуль, тебе слово. Добрый вечер, Альбина. В Ашхабаде сейчас 9:30 вечера. Температура около 30 градусов тепла, а днем она доходит до 43. Город действительно закрыт, и снимать на видео без разрешения запрещено. Интернет ограничен, а местные жители в основном гуляют по городу только по вечерам, когда спадает жара. Вы можете увидеть любительские кадры, которые нам все же удалось заснять. Город весь из белого мрамора, вплоть до телефонных будок. Сегодня в Ашхабаде в здании торгово-промышленной палаты проходит международный форум энергетической хартии, куда приехали представители 48 стран. Обсуждали, как безопасно добывать, использовать и транспортировать энергетические ресурсы. В этой области с Татарстаном также сложились давние крепкие отношения. Подготовка кадров, газ, химия, перерабатывающая отрасль, точек соприкосновения много. Мы рассматриваем Ашхабадский форум на пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоносителей. Как вы уже заметили, в Ашхабаде много тех, кто говорит на русском. Связано это, скорее всего, с тем, что раньше это была Советская Республика. Из-за схожести культуры, языков и религий татарстанцам здесь особенно рады. Мы сегодня очень рады, что из Татарстана тоже приехали татарские представители, потому что они очень близко к нам, не только по обычаям, по обрядам, еще историческому уровню. Кстати, туркменские женщины здесь ходят в национальных костюмах, и не только на официальных мероприятиях, но и на улице. Ну а сам энергетический форум уже завершился. Завтра планируется его вторая часть, где более подробно будут обсуждать вопросы транзита энергоресурсов. Альбина. Спасибо, Айгуль. А мы переходим к другим темам. Татарстанские здравницы выходят на российский рынок. В эти дни в Уфе проходит форум «Здравницы России». Делятся опытом работники санаторно-курортного лечения и отдыха. Среди множества стендов и татарстанский санаторий Шифалы-Су и Жминводы. Лечебная вода Шифалы-Су, рядом оздоровительная грязь с огрызкого месторождения. Гордость татарстанской здравницы. Среди множества стендов других оздоровительных сервисов Шифалы-Су и Жминводы заметно выделяется. На этот форум собираются все санатории России, не только России. Приезжают гости из Италии, из Чехии, из Словении, из других стран. Нам есть что рассказать, есть что показать, потому что это обмен новинками. Татарстанская здравница участвует на форуме сразу в нескольких номинациях. Это лучшая здравница по оформлению территорий, лучшие инновационные технологии, лучший художественный коллектив и лучшие технологии в косметологии. Программа форума насыщена, она очень интересна. Я надеюсь, что действительно пройдет форум плодотворно. Рассчитывать на победу в борьбе с лучшими здравницами России Шифалы-Су и Жминводы позволяет индивидуальные лечебные программы, высокотехнологическое медицинское оборудование, современная лечебная база и многое другое. Один из старейших санаторий республики достойно представляет кластер здравниц Татарстана на международном форуме. Более 1000 детей были изъяты из татарстанских семей в прошлом году. Половина по просьбе самих родителей. Почти 10 тысяч в республике стоят на учете как неблагополучные. Статистику сегодня озвучили на брифинге в кабинете министров. 63 ребенка забрали органы опеки. Так делают только в крайнем случае, когда другого выхода уже нет. На сегодняшний день один единственный орган наделен полномочиями федеральным законом вопреки на то, чтобы отобрать ребенка из семьи, вопреки желанию родителей. Этот единственный орган называется орган опеки и попечительства. Действительно, и происходит только в одном случае, когда нахождение ребенка дома со своими родителями имеет угрозу жизни и здоровья. 1 июня, в День защиты детей, на нашем канале пройдет специальное ток-шоу «Большая семья. За и против». В рамках проектов в объективе ТНВ «Большая семья». Начало в 20:00. Сторонники и противники встретятся в одной студии и будут отстаивать свою точку зрения. А на чьей стороне татарстанцы? Они за или против? Об этом наш блиц-опрос. Что для вас многодетная семья? Сколько это детей? Но по закону же это 3 детей.
Ну, минимум 3. Сейчас на данный момент кому как, но кому-то и 2 много. Начиная от 3 детей и больше, и 4, и 5. Больше 3 детей считается многодетным. Сколько у вас детей? У меня 2. У меня у самой 4. Пока 2. У меня это первый ребенок. 1 ребенок только еще. 1, вот. 1? Хотелось бы больше? Ну, конечно, хотелось. Но так получилось, сложилось так. Как говорится, человек предполагает, Бог располагает, но на данный момент нет, не хотелось бы больше, потому что у меня второй очень шустрый, и он у меня за 5, поэтому можно считать, что у меня 6. Для меня много детей – это хорошо. Смотреть на них, как они растут, как с ними играть, это все равно же душа поет, как сказать. В планах еще и 2, может быть 3, дай Бог, Аллах-Берсе. Для каждого свое же количество, для каждого человека. Мне 2 достаточно. Но я, конечно, жалею, что 5 не родила. Я бы хотела, чтобы была большая семья, но 2, я думаю, достаточно будет детей. Напечатать свою победу печатники команды от России чемпионата WorldSkills готовятся к соревнованиям в казанской типографии. Второй день тренировки на одном из самых дорогих печатных станков в мире. Какова цена победы у печатников? Альбина Минибаева. После каждой формы, 4 формы, 4 цвета вешаем уже на секции. Эти ребята уже пробили российскую сборную чемпионата WorldSkills. Казанец Федор Шадрин теперь в системе печати. В казанской типографии листок за листком он должен напечатать себе победу на чемпионате. Станки в типографии не замолкают. Мы сейчас запускаем 8 листов и смотрим на улице, что у нас получается. На этой машине работают во всех мировых площадках WorldSkills. Даже по странам СНГ их можно пересчитать по пальцам. Сделать идеальный цвет, как на этой картинке. Вот задача ребят на мировом чемпионате. Если, условно говоря, там кулинар, повар или там строитель, допустим, здесь может быть не так сильно важна технология, которую он использует, важно его творчество, его подход к делу, профессиональные навыки, то здесь на первое место выходят технологии. Поэтому компетенция печатников одна из самых затратных на WorldSkills. Цена этой машины стартует от €1 миллиона. Печатать на сложном, простом и на разных поверхностях. Задания на мировой площадке могут быть самые разные. Работаем на разных машинах, вот полезность. Напомним, накануне Рустам Минниханов раскритиковал выступление татарстанской сборной на WorldSkills. Сейчас задача минимум подготовить команду, которая способна принести золото. Ближайший чемпионат в Абу-Даби. Здесь как раз Алексей Бакулов и Федор Шадрин должны показать Востоку цвет и мастерство российских печатников. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Москва встречает друзей в столице. Стартовала неделя для талантливых детей из разных регионов и стран. Инициатор встречи – известный российский дирижер Владимир Спиваков. Среди участников и солисты альметьевского ансамбля народного танца «Мириданс». Почему Владимир Спиваков особенно ценит таланты из нашей республики? В репортаже нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалиевой. Приобщение к прекрасному начинается уже в холле столичного дома музыки. Ласкают взоры картины юных художников из разных уголков страны и мира, в том числе из Татарстана. Фестиваль «Москва встречает друзей» международный, благотворительный, традиционно проводится фондом Владимира Спивакова в столице в июньские дни. Впервые его участники – альметьевские ребята. Ансамбль танца «Мириданс» приехал в Москву с танцем крещенских татар, взяв гран-при казанского фестиваля «Страна поющего соловья». Энергетика, которая передает этот танец, она такая боевая. И если смотреть сам танец, суть танца состоит в том, что происходит встреча пары. Солисты альметьевского ансамбля уже успели подружиться с девочками из Мексики. Очень впечатлены именно этой атмосферой. Руководитель этого фестивального проекта Владимир Спиваков, всемирно известный дирижер, в интервью нашему каналу особо подчеркивает свою любовь к татарстанским талантам. В пример приводит оперную диву Альбину Шагимуратову. По мнению руководителя благотворительного фонда, из сегодняшних участников фестиваля, стипендиатов фонда, вполне возможно вырастут звезды такого масштаба. Это язык свой, это свои традиции. И я восхищаюсь этим, и нужно это пропагандировать. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Москва. Подходит к концу 30-й юбилейный Нуриевский фестиваль. В эти минуты в Казани зрители театра, оперы и балета наблюдают последний гала-концерт. Всего их было 2, а еще 9 спектаклей. На месте находится наш корреспондент Александра Севастьянова. Расскажите, Александра, об атмосфере. Довольны ли вы увиденным?
Здравствуйте, Альбина. Буквально несколько минут назад завершился перерыв, и сейчас началось второе отделение. Кстати, откроет его отрывок из спектакля «Лебединое озеро». И интересен он в первую очередь участием балерины из Венской государственной оперы. Ее партнер оттуда же, правда, другой национальности. Он японец, и, как уверяют организаторы, это добавляет пикантности их совместной работе. Во время перерыва мы пообщались со зрителями. Многие из них посещают Нуриевский фестиваль уже не первый год, и я предлагаю послушать их мнение об увиденном. Костюмы очень красивые, все-таки воодушевляет. Были на Ромео и Джульетта, получили огромное удовольствие, массу впечатлений, было все очень замечательно. Вносит разнообразие в нашу повседневную жизнь, в рабочий ритм какой-то, это всегда ощущение праздника. Сегодня на сцене театра оперы и балета есть и мировые премьеры. Предлагаю посмотреть отрывок из постановки «Человек» Равеля. Режиссер-постановщик гала-концерта собрал программу таким образом, что в нее, кроме классики, вошла и современная хореография. Так зрители сегодня увидели «Лебединое озеро», «Жизель», «Дона Кихота». Завершится фестиваль постановкой, не постановкой, а отрывком из «Фауста» «Вальпургиева ночь». Сейчас продолжается выступление, и я думаю, что мы с коллегами присоединимся к нему. Так что, Альбина, тебе слово. Спасибо, Саша. Я напоминаю, что это была Александра Севастьянова из театра оперы и балета. А пока наши коллеги наслаждаются концертом, я напоминаю, что мы завершаем программу. В объективе нашего канала «Большая семья». Если вам есть чем поделиться, звоните нам по телефону 570 50 17. А далее выпуски новости спорта и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Уверенность в своем здоровье – ключ к долгой и счастливой жизни. Компьютерная томография от 1650 рублей. 590-03-03. Только до конца мая. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч. Лада Гранта до 60 тысяч. И X-Ray до 80 тысяч. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Магистральные нефтепроводы – это объекты повышенной опасности. Повреждение их угрожает безопасности людей, может привести к пожарам, экологическим бедствиям. Чтобы никто не повредил нефтепровод, устанавливают охранные зоны по 25 метров в обе стороны от трубы. Есть зоны минимально допустимых расстояний. Для большинства трубопроводов это 125 метров. Ближе ничего строить нельзя. Вдоль трасс нефтепроводов, даже если они пересекают частные земли, стоят предупредительные знаки. На них характеристики трубопровода, размеры охранной зоны. По действующим правилам охраны магистральных нефтепроводов, в охранной зоне нефтепроводов запрещено строить дома, дачи, разводить огни, устраивать автостоянки, высаживать деревья, размещать огороды, проводить земляные работы. Это опасно. Памятники. Скидка пенсионерам 30%. DanilaMaster.ru. Ой, слушай, а давай я тебе помогу? Давай. Ну вот, теперь как новенький. А где ты так ловко научилась? Мама научила. Оп, оп. А этому папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Сохранять ноги в прекрасной форме мне помогает тонизирующий гель для ног «Лошадиная сила». Паркавто, дилерский центр европейского стандарта, приглашает вас за новыми автомобилями «Лада». В мае «Лада Веста» с выгодой до 30 тысяч рублей. «Лада X-Ray» с выгодой до 80 тысяч рублей. Паркавто. Телефон 235 35 35. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве.
Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Сборная России по волейболу отобралась на чемпионат мира, который летом следующего года пройдет в Болгарии и Италии. А уже на этой неделе Казань примет этап мировой лиги по волейболу среди мужских команд. Со 2 по 4 июня сборная России сойдется в противостоянии со сборными Аргентины, Франции и Болгарии. По решению Всероссийской Федерации волейбола турнир был перенесен из Сургута в Казань. Напомним, 2 года назад наша столица уже принимала подобные старты. Все поединки пройдут в центре волейбола Санкт-Петербург. У болельщиков есть возможность посмотреть матчи бесплатно. Для этого необходимо продлить свои абонементы на новый сезон. Также вход на турнир будет бесплатным для детей до 10 лет в сопровождении взрослых, пенсионерам, ветеранам войны и героям России. К другим темам. Награды нашли своих героев. В Казани объявили лауреатов национальной премии Республики Татарстан «Золотой пояс Алтын-Бильбау». Помимо традиционных восточных единоборств на сцену вышли представители филиппинских и индонезийских боевых искусств. Десятки спортсменов и тренеров удостоились новых спортивных званий. Некоторые из видов представлены в программах летних Олимпийских игр. Поэтому развивать эти направления в регионах – одна из приоритетных задач руководства. Вручение национальной премии в Казани напоминало премию «Оскар». Кроме спортсменов, на сцену вышли министры, представители духовенства, политики. Лауреаты помимо дипломов получили специальную статуэтку с содержанием драгоценных металлов, почетный знак и удостоверение к нему, а также денежную премию для еще большей мотивации к будущим победам. Сегодня в республике работает 32 аккредитованные федерации, более 15 человек этими боевыми искусствами. Некоторые виды спорта уже олимпийскими стали, карате уже является олимпийским видом спорта. Здесь есть многие победители российских, европейских, международных соревнований. Сегодня цель не только, чтобы быть чемпионами, а вот охвачено более 15 тысяч молодежи. В завершении новости стендовой стрельбы татарстанские спортсмены продолжают уверенно выступать на командном чемпионате России. Турнир проходит в эти дни на стрельбище Лисья нора в Подмосковье. В третий день соревнований наши стрелки завоевали сразу 3 медали. Чемпионами России в команде стали Василий Мосин, Александр Фурасев и Артур Мингазов. В общей сложности татарстанские спортсмены набрали 407 очков. На 3 опередив своих главных конкурентов, сборную Липецкой области. Бронзу командного чемпионата России выиграла 2-я татарстанская команда. Камиль Хусаенов, Артем Маврин и Александр Филиппов. Свою 2-ю медаль в этот день в личном первенстве завоевал Василий Мосин. Татарстанец в финале разбил 51 тарелочку и стал 3-м. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Вы собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ сейчас и получите бонус «Комод в подарок». Доставка и установка бесплатны. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. А теперь поговорим о погоде. В предстоящие сутки погода в республике немного наладится. По данным Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана осадки прекратятся. Ночью будет до 4 тепла, днем же до плюс 15. На северо-востоке республики будет ясно, без осадков, ночью до 3 тепла, а днем до 16 градусов выше 0. На севере республики осадки также не ожидаются. Температура воздуха ночью составит плюс 3 градуса, а днем будет до 16 градусов выше 0. На северо-западе республики малооблачно, ночью плюс 2, днем до 16 градусов выше 0. На юго-западе облачно, но осадки будут маловероятны. Температура воздуха ночью составит до 2 градусов тепла, а днем до плюс 16. В центральном районе республики ожидается переменная облачность без осадков, ночью до 3 тепла, а днем до плюс 16 градусов. В последующие сутки температура немного повысится, но ожидаются осадки. Спонсор выпуска – компания «Русан Плюс», официальный дилер завода «Альта Профиль». Предлагает сайдинг, фасадные панели, водосток и дренажные системы ПВХ. И приглашает в новый магазин в Казани на Журналистов 101 и филиалы на Родина 8А, а также в Лаишево и в Набережных Челнах. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. «Альта Профиль». Безупречный стиль вашего дома. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» – качество по разумной цене. Телефон 561 08 81.
Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. В предстоящие сутки в Казани ожидается переменная облачность. Ночью будет до 2 тепла, днем же до плюс 16. Ветер западный слабый. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. Альта Профиль. Безупречный стиль вашего дома.